В рамках своей рабочей поездки в Хатлонскую область лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, прибыл в Яванский район и сдал в эксплуатацию предприятие по производству азотных и фосфорных удобрений общества с ограниченной ответственностью Talca Chemical. Новое производственное предприятие построено в рамках плана мероприятий по празднованию 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан и годов развития промышленности. Более 50 местных специалистов здесь обеспечены постоянными рабочими местами и хорошей заработной платой. Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, проинформировали, что для производства азотных и фосфорных удобрений используется на 98,5% серная кислота, бентонитовый порошок и сульфат аммония, а в дальнейшем планируется внесение калия и производство азотных, фосфорных и калийных удобрений. С учетом производства продукции, содержащей химические вещества, деятельность предприятия осуществляется в 3 смены. Производимые предприятием минеральные удобрения отличаются высоким качеством и соответствуют международным стандартам. Сырье, фосфорный порошок, импортируется из-за рубежа, а серная кислота производится в самом обществе с ограниченной ответственностью Talca Chemical. В будущем сырье будет доставляться из местного рудника Риват города Пенджикента. Производственная мощность нового предприятия составляет 200 тонн в сутки. В год оно производит 75 тысяч тонн минеральных удобрений. Минеральные удобрения производятся по современной технологии, закупленной из Российской Федерации и Республики Узбекистан. Производственные устройства и оборудование полностью собраны и управляются таджикскими специалистами. Процесс производства минеральных удобрений состоит из 5 этапов, включающих направление серной кислоты и смешивание ее с фосфорным порошком, измельчение и добавление удобрения с макро- и микроэлементами, сушку полученной продукции, разделение на группы, охлаждение и расфасовку готовой продукции. Продукция, выпускаемая предприятием, является импортозамещающей. Ее качество гарантировано. На новом промышленном предприятии производятся и предлагаются покупателям высококачественные минеральные удобрения по цене 2000 сомани за тонну, что в 2,5 раза дешевле рыночной цены. При производстве местных минеральных удобрений импорт этого вида продукции в страну будет значительно сокращен. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил благодарность руководству общества с ограниченной ответственностью Talca Chemical за создание нового производственного предприятия и обеспечение специалистов постоянными рабочими местами, а также дал полезные рекомендации ответственным лицам по дальнейшему увеличению производственных мощностей. В ближайшее время планируется построить и сдать в эксплуатацию вторую очередь предприятия по производству азотных и фосфорных удобрений мощностью 200 тысяч тонн в год, благодаря чему более 100 местных специалистов будут обеспечены постоянными рабочими местами. Напомним, что общество с ограниченной ответственностью Talca Chemical было создано в 2016 году, а производство химической продукции, в том числе серной кислоты, не имеет аналогов в Центральной Азии. В эти дни на этом мощном промышленном предприятии работают более 200 человек. Таджикские специалисты на современных производственных линиях производят серную кислоту отличного качества без участия иностранных специалистов. Серная кислота и другие химикаты хранятся в достаточном количестве для эффективной работы нового промышленного предприятия. Качество всего перечня продукции, выпускаемого обществом с ограниченной ответственностью Talca Chemical, проверяется в современной лаборатории. Производственные специалисты тщательно проверяют качество продукции на современном отраслевом оборудовании, после чего предлагают ее для использования в производстве. По мнению экспертов, применение минеральных удобрений способствует обогащению почвы полезными элементами и тем самым повышению урожайности. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился с деятельностью современного оборудования и производственным процессом, дал рекомендации ответственным лицам сферы эффективно и разумно использовать имеющиеся природные ресурсы для укрепления потенциала промышленного предприятия и большего производства минеральных удобрений.